Привет, друзья! Смысл выращивания овощей и фруктов на даче или при усадебном участке не только в удовольствии от процесса и сомнительной экономической выгоде. Каждый огородник хочет, чтобы его урожай был лучше и полезнее продуктов, которые можно купить в магазине. Применение химикатов уравнивает качество, поэтому многие обрабатывают свой сад и огород пищевой содой от тли и других вредителей. Науке известно 4000 видов тли, из них только 1000 уничтожает растения в Европе. Это слабое утешение, потому что прожорливые насекомые крайне распространены. Они питаются соками растений и попутно заражают их вирусами. Самка тли осенью откладывает на кору и ветви растений продолговатые черные яйца, из которых весной появляются жизнеспособные особи. Яйцам не страшны ни снег, ни морозы, помогают муравьи, заботливо перетаскивающие кладку под землю и возвращающие ее на место, когда проклюнутся молодые листики. Живучих созданий можно уничтожить, когда они достигают стадии личинок, яйца непроницаемы для отравы. Если опрыскать растения пищевой содой в период повышенной прожорливости и роста насекомых, можно извести всю тлю на участке. Если не бороться с тлей, она съест весь сад и закусит городом. Самка откладывает на зиму 100 яиц. Из каждого тоже вылупится самка, и через 2 недели отложит новую порцию яиц. В теплое время года каждая приводит на свет до 20 тысяч потомственных вредителей. Благородную миссию уничтожения вредителей нужно начать с устранения листьев и сорняков из-под кроны деревьев. После этого следует побелить штамбы известью с медным купоросом или клеем ПВА, сделать санитарную обрезку и начинать опрыскивать растения до появления взрослых насекомых. Пищевая и кальцинированная сода от тли. Эти простые вещества незаменимы в быту. Каждая опытная хозяйка знает, что щелочь отлично помогает в поддержании чистоты в доме, заменяет магазинные разрыхлители для теста, спасает, когда нужно продезинфицировать поверхности, а в некоторых случаях становится лекарством. Список полезных свойств бытовой щелочи внушительный, но следует понимать различия между пищевой и кальцинированной содой. И пищевая, и кальцинированная сода представляют собой ничем не пахнущий порошок белого цвета. Но кальцинированную соду необходимо хранить вместе с моющими и чистящими средствами, а не на кухонной полке. Щелочь, слишком концентрированная для употребления в кулинарии, при определенных условиях может быть огнеопасной, а при попадании на кожу карбонат натрия вызывает ожог. Пищевая сода безвредна, ее часто добавляют в выпечку, пьют при изжоге и так далее. Для обработки растений подходит и карбонат, и бикарбонат натрия. Огородники давно оценили оба раствора и используют их в борьбе с вредителями, в частности с тлей. Результат проявляется не только в устранении насекомых, садово-огородные культуры после умеренной обработки щелочью лучше растут, плодоносят и не болеют. Обоими видами соды можно обрабатывать плодовые деревья, ягодные кустарники, овощи и другие огородные растения, например, укроп, садовые и комнатные цветы. При попадании на насекомых щелочь повреждает внешние оболочки. Вредители погибают, увязнув в мыле, которое всегда входит в состав раствора. Кроме этого, липкая мыльная консистенция надолго удерживает средства на листьях. Действие пищевой и кальцинированной соды аналогично, но если есть возможность выбора, остановитесь на второй. Карбонат натрия снабжает растения полезным кальцием, поврежденные участки быстрее восстанавливаются и культуры становятся сильнее. Виды растворов с содой. Щелочные растворы можно подбирать с учетом личных предпочтений. Все они эффективны и просты в приготовлении и применении. Мыльный раствор – базовый и универсальный вариант средства от тли и других вредителей. Для приготовления потребуется обычное хозяйственное или дегтярное мыло. Брусок нужно натереть на терке, чтобы растворить стружку в горячей воде. Для 10-литрового ведра воды достаточно 300 граммов хозяйственного или 100 граммов дегтярного мыла и 10 столовых ложек пищевой или 5 столовых ложек кальцинированной соды. Растворите компоненты в литре теплой воды, влейте в ведро и перемешайте. Йодовое средство. Добавление йода в раствор позволяет не только удалить вредителей,
но и вылечить растения, остановив распространение болезней. Четвертую часть бруска хозяйственного мыла 40-50 грамм натрите и растворите в литре горячей воды. Добавьте 2 полных столовых ложки кальцинированной или 8-10 ложек пищевой соды и перемешайте. Влейте чайную ложку аптечного йода. Доведите объем раствора до 10 литров и хорошо перемешайте. Чесночное опрыскивание. Активное антибактериальное действие чеснока усиливает эффективность содового раствора. Резкий запах отпугивает насекомых. Часть тли гибнет на растениях, другая покидает участок. На ведро воды понадобится стакан давленного чеснока. Настаивать чеснок нужно 6-10 часов, а потом добавить карбонат 2 столовых ложки или бикарбонат 10 столовых ложек натрия и тертое хозяйственное мыло, половина бруска. Как проводить опрыскивание? Опрыскивание содой помогает избавиться от тли, но, оседая на растениях, щелочь повреждает их, вызывает опадение листьев и цветков. Чтобы добиться урожая, придерживайтесь рекомендуемых дозировок и правил использования. Внимание! Опрыскивание можно проводить не чаще раза в неделю. Прекратите обработку растений за 20 дней до сбора плодов. Обрабатывайте растения из пульверизатора, продвигаясь снизу вверх, так как тля любит селиться на нижней стороне листьев. Перед посадкой саженцев их полезно обработать содой, на несколько часов замочив корни в растворе. Опрыскивание лучше проводить утром или вечером в сухую и безветренную погоду. Если прошел дождь, повторную обработку можно провести через сутки после предыдущей процедуры. Сода для деревьев и кустарников. Излюбленный плодовый куст тли – смородина, хотя малина и крыжовник тоже не остаются без внимания. Весной кусты нужно опрыскать мыльно-содовым раствором. Измельченное мыло растворяют в горячей воде, после остывания добавляют соду. Кусты с нераскрывшимися почками опрыскайте раствором из 2 столовых ложек пищевой соды или 1 столовой ложки кальцинированной и литра воды. Количество мыла произвольное. Не готовьте состав впрок, его нужно распылить в тот же день. Плодовые деревья обрабатывают также. Обязательно обрабатывайте участок земли вокруг дерева, ствол и ветки. Начинать борьбу с вредителем нужно, когда листья еще не распустились. Как обработать огород? Опрыскивать овощи кальцинированной содой нельзя, сильная щелочь сожжет листья. Для обработки огурцов, баклажанов, кабачков и так далее подойдет смесь воды, мыла и пищевой соды. В ведре воды растворите 3 столовых ложки бикарбоната натрия. Добавьте четвертинку бруска хозяйственного мыла. Чтобы не обжечь листья, выбирайте для обработки пасмурный, но сухой день или вечерне-утренние часы. Если полить огурцы слабым раствором пищевой соды, столовая ложка на ведро воды 3 раза за вегетационный период, они будут защищены от тли и мучнистой росы. Соблюдайте рекомендованные дозировки, чтобы не уменьшить кислотность почвы и не снизить урожайность. Как сохранить розовые кусты? Для роз сода – панацея от грибка и тли. Щелочной раствор для опрыскивания и протирания листьев оберегает цветы от болезней. В профилактических целях опрыскивайте розы 2-3 раза в сезон раствором гидрокарбоната 2 столовых ложки или карбоната 1 столовая ложка натрия в 5 литрах воды. Через неделю-две после снятия зимнего укрытия проведите первую обработку. В дальнейшем опрыскивайте с равными промежутками времени, но не более 3 раз за сезон. При обнаружении тли проведите внеплановую процедуру. Как прогнать муравьев? Тля и муравьи живут в симбиозе и приносят немало беды садоводам. Пока на участке есть муравьи, избавиться от тли окончательно не удастся. Речь идет не о лесных муравьях, строящих муравейники, а об их земляных братьях, не образующих заметных глазу поселений. Муравьи заботятся о тле, можно сказать, взращивают ее со всем легендарным трудолюбием. Посыпьте места скопления муравьев кальцинированной содой. Если насекомые поселились на овощных грядках, карбонат натрия нужно смешать с древесной золой в соотношении 1:1. Залейте место, посыпанное содой, кипятком. Щелочь вступит в реакцию, и насекомые будут уничтожены вместе с кладкой яиц. Иногда эту операцию приходится повторить. Меры предосторожности. Работать с кальцинированной содой следует в резиновых перчатках,
Щелочь может вызвать ожог кожи. Если на коже есть царапины или ссадины, перчатки нужно надевать и при контакте с раствором пищевой соды с мылом. Щелочь сушит кожу. После работы хорошо вымойте руки и смажьте их кремом. Не храните кальцинированную соду вместе с пищевыми продуктами, чтобы не перепутать ее с пищевой. Не увеличивайте рекомендуемые дозировки для усиления эффекта. Слишком концентрированный щелочной раствор погубит растения или приведет к снижению урожайности. При частом опрыскивании появляется риск повреждения листьев на деревьях и кустарниках. Чрезмерное защелачивание почвы в результате интенсивной борьбы с тлей угнетает рост растений и негативно влияет на урожай. Победить тлю на приусадебном или дачном участке можно только при постоянных и планомерных действиях. Щелочные опрыскивания при соблюдении дозировок не нарушают естественного развития плодов и позволяют получить экологически чистые фрукты и овощи. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!